Нина Николаевна, қош келіпсіздер Қырғызстанға. Расскажите о месте женщины в условиях современных перемен, в условиях турбулентности, в условиях зарождения новой жизни. С древнейших времен это женщина носитель жизненного духа. И женщина приводит жизнь на землю, реализует, материализует жизнь на землю. Да хоть 10 мужиков переженятся, они же только, может быть, свое что-то решают, но жизнь-то на землю одушевить и материализовать, родить не в состоянии же. Женщина – это носитель, хранитель жизни. На алтайском языке катунь – это русская транскрипция, а на алтайском это кадын. То есть ка со времен шумеров это ка – это дух, а тын – это жизненная сила. Да. То есть Катунь – это река, Катын – это река, которая жизненную энергию держит. Жизненная энергия приносит. Да, действительно, по всему течению Катуни у нас микроклимат. Женщины у нас всегда были вольные, всегда были свободные, всегда были гордые. Если женщина, она, как говорится, хранительница очага, хранительница духа, хранительница и прародительница жизни, то она, как бы, когда меняется женщина, то меняется и народ. Понимаете, нет, народ меняется, менталитет, дух народа меняется. Если женщина угнетена, то от угнетенной женщины герои не рождаются, только от свободной женщины могут герои родиться. Я так считаю. И во все времена так было. Во всех эпосах, во всех исторических фактах, вот даже какие-то военные древние времена были, там женщины отличались духом, и они всегда были равноправные. И у нас не было той толерантности, как в современном значении. У нас справедливость была, но не как терпимость. А как вы считаете, что такое духовность? Ну, духовность это, во всяком случае, в моем понимании, это никак не витание в облаках. Нет. В моем понимании это совестливость. Мерилом духовности является совесть, в моем понимании. И учитель, который меня вот вдохновил, и первый, и второй, чем они вызвали доверие в своей практике духовной, тем, что они живут, как говорят, и говорят, как живут. Понимаете, нет? А в юности я когда-то искала, такой момент у меня был богоискательство, и я прошла очень много церквей, очень много попов, ксензов и падре всяких, и учения, и голоса, и у них и манеры преподавания были, конечно, очень такие привлекательные. Но меня что оттолкнуло? Когда до меня дошло, что они не живут так, как говорят, то есть они не верят в то, что проповедуют. Вот что я для себя выяснила. Священнослужители. Да, и поэтому я отошла от всех церквей, от всех, и от христианства, и от ислама, и от католицизма. И я, в общем-то, была долгое время атеисткой. Тем более еще сказалось, как говорится, воспитание во времена СССР, комсомол, пионер и так далее, и так прочее. Вы же ученый, вы химик. Образование у меня вот есть педагогическое, филология, это русский язык, литература. Потом уже в Прибалтике там русский язык не приветствовался, и в те времена, еще в 60-е годы, пришлось переучиваться. И химик. В Вильнюсе я закончила заочно. Работала на военном заводе. Вы известны как Бхикшуня, Бодхисаттва. Фактически я уже больше 20 лет являюсь монахиней ордена Бодхисаттвы. Это японская школа странствующих монахов. Мы изучаем и практикуем лотосовую сутру. Лотосовая сутра – это последняя проповедь Будды Шакьямуни для наших дней. И там красной нитью идет мысль такая, что никому не дам разрушить чистую землю Будды. Да? Эти слова сказаны для тех времен, и они переведены русским ученым Игнатовичем. И много нужно говорить, чтобы объяснить одно слово бодхисаттва. А если на алтайском языке это понятие можно объединить одним пониманием – учурлукиши. То есть это человек, который
жизненно и судьбоносно, кармически связан со своим народом. Бодхисаттва, Патарчи. А Бодхисаттва тоже с санскрита это озвучивается, а у нас на алтайском с древнейших тюркским языком это Учурлугиши или Патарчи. Патарчи это странствующий, вестник. Вообще 300 лет после ухода Будды из земной жизни буддизм разделился на две ветви – Хинаяна и Махаяна. И я буду говорить только о Махаяне. Это она, вот эта вот ветвь приняла все принципы духовной культуры кочевых народов Евразии, так называемое тенгрианство в свое время. Тенгрианство среди ученых считается это самое первое систематизированное мировоззренческое, как говорится, знания такие. А это уже с кочевыми народами, уходящими со своих земель, территорий по тем или иным причинам, они несли с собой, и везде кочевые люди, они как бы синтезировались с местными, и таким образом, когда род Шакьямуни достиг своих пределов, и они там завоевали территорию, образовали свое, как говорится, государство. И вот и одному из царских отпрысков Сиддхартха удалось вот это вот синтезировать такое мировоззрение. Даже его достигнутые знания, его добытые, значит, информационные знания до сегодняшнего дня все человечество еще и не усвоило. Я так думаю. Вы упомянули о том, что Будда Шакьямуни – это посвященный рода Саков. Да? Кто-то Будда на наш язык переводит, говорит, это Буркан Саахмуну. Ну, нет разницы. Это понятие одно. Произношение другое. Скажем, тот или другой от нас, допустим, произносит. Допустим, вот скифы – это те же саки, но скифами нас называли люди западные, а самое название саки. Ну, вот это было, как говорится. И, между прочим, вот в моих путешествиях недавних, вот, скажем, в Гималайи, там на территории, скажем, у подножия Даулагири, 8000-ка, я встретила поселение таких людей. Языковой барьер мне не дал такой возможности порасспросить, но видя культуру, быт, ежедневный быт, я заметила, что девочка 3 лет, она носит вот эти накосники ежедневно. Шанхы у нас называется. Это украшения у нее. Да, волосешки такие, ну и у нее шанхы вот эти. Девушки у них также носят в одну косу. У них стричь косу нельзя. Если обрежешь косу, женщина, девушка обрежет косу, то продолжительность жизни ее потомков укорачивается, считается. И они так же, как я в юности, допустим, я тоже мыла волосы в речке и сушила на солнышке, на воздухе. Они то же самое собираются по каким-то своим там условиям и тоже моют волосы. Речка протекает прямо вот с гор, там до них там даже муха не пила, очень чистейшая, это получается информационно чистые воды. Ну, мы теперь современные люди все знаем, что вода несет информационную нагрузку, да? Потом я там встретила вот эти вот календари, выбитые на камни, 12-летний вот животный цикл. Потом у них там есть еще, допустим, родник, который бьет из земли, правда, и вот изголовье воды тоже оформлено, закрыто. У нас тоже нельзя, допустим, родник там перешагивать, перепрыгивать, там наступать, там мыть, стирать и так далее. У них тоже это все это есть. Это такое уважение к природе. Да. И потом еще что, вот эти тагылы, эти вот ленточки, тялама, у них до сих пор это есть. Также они пользуются можжевельником, как у нас. Потом я там встретила, значит, вот эти тагылы, они обнесены каменным таким забором. С 4 сторон у них там вход-выходы есть. И стела стоит, которая выбита, что это все защищено законом государственным. Сакральные места. Да. И, видать, эти тагылы еще с древнейших времен, потому что в некоторых тагылах прямо из середины уже выросли сильнейшие сосны. Это получается, ну, по моим подсчетам, грубым таким
подсчетам это около 4000 лет. Потому что, ну, я, конечно, не историк, не географ, просто так, судя вот по отрывкам некоторых вот Первые переселенцы. легенд, там все, ну вот так вот, да, первые переселенцы. Также у них яки, сарлыки, и также козы у них, также у них кирсен, дюргем, одним словом, вяленое мясо. Да, ну, да, и все, в общем-то, вот такое встреча с предками. Там, конечно, наш учитель объяснил, что мы с Алтая, и они помнят, что они тоже вот родословную свою, что они саки. И очень, как говорится, такое уважительное приветствие было. Было приятно. Мы попросили разрешения там провести свой ритуал. Все-таки мы там были по своим религиозным, как говорится, надобностям. И ретрит мы там проводили, сухие голодовки 7-дневные. И помолиться хотелось за свой народ и за свое будущее, так скажем. Нам разрешили. И когда я уже через 2 года еще раз туда попала, все, что мы там провели, что после нас осталось, было сохранено, не было нарушено. Мне это очень понижало, да. То есть они помнят, что предки их посетили. Насколько я знаю, вы во время пребывания в Тибете встретились с Далай-ламой. Ну вот не в Тибете, это была планетарная конференция в честь дня рождения Будды Шакьямуни, это 2600-летие, и мы как саки были приглашены. А так как я занимаюсь, скажем, водопадной практикой, ну это тоже наша древнейшая такая вот целительская, скажем, ритуал, обряд. Мы с детства вот под водопадом нас бабушки, одна по-матерински, другая по отцовской линии лечили. И когда я встретился со своим учителем, японским монахом, вот через него мы были удостоены встречи, аудиенцию такую получили от Далай-ламы. Ну, так вот. У нас группа была большая, и вот, а тогда нас из алтайцев были, как говорится, вот с Ириной, девушка была у нас композитор, попали мы вот к Далай-ламе. Как вам впечатление о нем? Ну, знаете, он очень грамотно чувствуется, речь у него очень такая продвинутая. Он очень непосредственно смеется, задорно так. И, конечно, он горловое пение поприветствовал у этой девочки, которая со мной была. И то, что вот он почувствовал, что мне удалось, там ему никто не объяснял, кто я, что я, просто там женщина, монахиня, и одна из для них, для тех мест, одна из многих, и я думаю, что она, в общем-то, не особо бы впечатлила, но узнав, что с Алтая, он сразу, как бы так вот, знаете, поприветствовал по-особенному, почувствовал такое. И он сказал, что это очень значимо, что женщина-мать и молодая девушка возродили такую практику и приехали на такое большое значимое, как говорится, конференцию дня рождения Будды, потому что он наш предок. И как монахини он, значит, мое предназначение обозначил, что я должна донести до своего народа, что ваш народ был учителями древних цивилизаций, это его слова. И эту ответственность с вас никто не снимал, поэтому вы ответственны за будущую цивилизацию, которая будет экологической. То есть все наши обряды, все наши ритуалы, там мистики мало, всякой магии тоже в принципе нет. У нас поклонение природе, и мы даже ничего не просим, когда молимся, мы наоборот стараемся, чтобы все процветало, чтобы поблагодарить, и благоденствие такое вот для своей Родины. Вот. И именно, что вот эти все ритуалы, они воспитывают экологическое мышление, экологическое, аскетическое поведение. Что это такое? Ну, что такое? Ну, больше... Вот раньше как мы, кочевники же, больше, чем навьючишь, не унесешь, и
войны были повседневные, и не убежишь, так ведь? Поэтому всегда минимализм был в быту, и в питании даже, допустим. И поэтому они были сезонные, допустим, так, даже сейчас вот у нас оно просматривается. Ну, и аскетизм это когда больше, чем... Не ешь больше, чем покакаешь. Ну, все верно. Но мы с вами сейчас живем в эпоху потребительского террора. Мы сейчас живем в то время, когда ресурсы природы, мы считаем, что природа нам должна, то есть я имею в виду современное человечество, как нам пробудить в них экологичное мышление? А что пробуждать? Мы тюркские потомки, мы сакские потомки, мы носители этого мышления, этого поведения. Оно у нас еще не исчезло, нам даже не стоит восстанавливать, потому что оно есть. Просто обратить, скажем, внимание больше, акцентировать внимание на этом. У нас те же обряды, все есть, не надо в них вкладывать пустопорожнюю мистику, а дать основу основ. И все. Это почитание. Почтительное отношение к окружающему миру, к среде обитания. Никому не дам разрушить чистую землю Будду. Это что? Это экология. Там, где есть экология, жизнь продолжается. Мы сейчас все чаще перебираемся в города, оставляя нашу традиционную форму жизни, образ жизни, уклад, и находясь в городе, мы испытываем сильнейший стресс. И при этом мы не можем отказаться от комфорта, который дает нам цивилизация. И в то же время вот этот дух, наверное, он нас все равно тянет к земле. Как нам найти какой-то мироцентризм? Ну, я думаю, таких технических, цивилизационных таких рецептов нет. Я думаю, это будет эпохальное, я думаю, что это будет природные, циклические такие возможности. Все же циклично в этом мире. Капиталистическо-буржуазное уже не срабатывает, и оно уже отработало. То есть вот этот способ, этот метод жизни, он уже не актуален. И сейчас экология на всей планете, сами видите как. Поэтому наша культура духовная, она актуальна для всей планеты. И востребованность вынудит или заставит, или как-то еще обратиться к своим вот этим вот корневым знаниям. Ну, нам легче всего будет в сравнении с другими этносами, потому что мы еще не оторваны. Как нам ее имплементировать в детей? Я как со своими детьми поступала. Я их с детства водила в походы. Я учила, мы рано остались без отца, я учила их костры разжигать, и чтобы не было пожара. Я учила рыбу ловить, хотя в Прибалтике таких свободной рыбалки, как у нас на Алтае, нет, но там можно было сторожу, владельцу заплатить энное количество денег, и он разрешал нас рыбачить в этих его прудах рыбных. И вот там на природе они должны были уметь разжечь костер, сварить, и там колоть, пилить и так далее. Ну вот так мы на велосипедах с детьми туда до Игналины ездили на субботу-воскресенье в походы, рюкзаками, в далекие ущелья, где есть водопады, в которых они прямо, вы знаете, из пещеры выпадают. Это чистейшая информационная водичка, мы там останавливались. Конечно, мы вели свои экологическое такое поднятие, свое понимание, свое там апробировали, не кричали, не матерились, не шумели, музыку не включали, тихо, мирно и, конечно, осторожно с огнем. Почитание огня – это почитание жизни. И вот это вот благостное отношение к огню – это не что иное, как бережное отношение к окружающей среде, воспитание. И также вот подготовка к тому, чтобы вот под этот холодный водопад встать, это психологическая, это физическая вот, подготовка была. Мы, прежде чем прийти, встать под этот водопад, мы на голодовке с рюкзаками убирали. Ничто не должно было после нас, никаких показателей в виде мусора, что там были люди. Потому что до нас наши предки оставили чистые горы, чистые берега, чистые реки. И мы должны этому последовать.
Ну, а сейчас, конечно, много нарушителей, даже наши. Но, тем не менее, сейчас скалы чистят после этого вандализма. Мусор тоже. Но мы не шерпы. Почему наши дети должны за туристом умирать? Законы нужны, законы. Действенные законы. Это должны наши сидящие там депутаты, исполнительные эти всякие структуры защитить это все, помочь народу. Все равно все должно меняться. И оно будет меняться, и оно меняется. Чего бояться? Электронную музыку все так увлекались, любили, а теперь все любят опять живую музыку. Ну, понимаете, нет, идет эволюционное развитие. И есть такие люди, которые тормозят это, но это их задача. А есть люди, которые... Во все времена были такие ученые, лидеры, творческие люди, которые как штурманы прокладывали маршрут для развития человека, народа, человечества, да? Как вы чувствуете, какое будет будущее? Потому что мы с вами живем в эпоху, наверное, неопределенности, неизвестности. Ну, если Далай-лама сказал, что мы ответственны за будущую цивилизацию, которая будет экологической, я не считаю себя умнее Далай-ламы, поэтому я доверяю ему. Я поэтому и очень, так скажем, к своей культуре отношусь. Именно вот эти зерна экологичности вот в ритуалах, в обрядах. Их, понимаете, книги можно сжечь, статуи можно расстрелять, а обряды – это живая передача от матери к дочери, от отца к сыну, от деда к внуку. Ну, поэтому это основа основ. Экологическая культура, которую также мы унаследовали, кыргызы, алтайцы и многие тюркские народы уже сегодня, это нас объединяет, как нам вот это использовать как туркок, да, как вот зиждущую силу. Я думаю, что каждый народ внесет свою лепту в это. Потому что вот знаете, был один архат, с которым мне посчастливилось встретиться, я задала похожий вопрос. Он мне ответил так: знания даются не человеку и не человечеству. Знания даются земле, на котором проживает. И если этот народ реализует эти знания, он получает шанс на развитие, продолжение рода, т.д. и т.п. Да? А если нет, то земля тем или иным способом избавляется от этого народа. И вы знаете, я раньше к этому относилась, ну так, сказал и сказал. Ну вот теперь, когда такая беда с Украиной, я подумал, что этот святой архат был очень прав. Это мы Вселенной, природе вторим, а никак не природа нам. Потому что были же такие разные циклы, такие разные эпохи, но мы же ведь не помним. Вот сейчас пришла наша эпоха, на нас возложена такая задача, и мы ее выполняем. Да? Я так думаю. Может быть, я не права, я не буду, как говорится, настаивать, но я так воспринимаю это. И мы должны выполнить некий объем эволюционный, да? И это должно помочь планете Земля преобразоваться, там, улучшиться или еще что-то. Но вот сейчас, допустим, показывают по телевидению, что Аравийская пустыня в наводнении тонет, конец света, все. А я почему-то подумала, что конец света, вот там какой-то религиозный деятель читает, что в Коране предсказано, что если зацветет Аравийская пустыня, то это конец света. Ну, для мозгов тех времен, возможно, конец света. А для современных мозгов нынешнего человечества, я думаю, что это не конец жизни и конец там, а это конец одной эпохи, одного способа, метода жизни. Раз пустыня зацвела, значит, тот способ, та культура, которая процветала во время засухи, она уже не актуальна. Теперь надо переучиваться жить среди зелени, среди цветов. Ну так, утрируя, да? Поэтому, то есть один метод, способ жизни закончился, отработали, теперь будем учиться жить
другим способом, другим методом. У нас нет Аравийской пустыни, но у нас были леса, поля и тигры и так далее, и реки полные были. И мы их каким-то способом удосужились засушить и это так далее. Вот, допустим, мы были в Индии и в Катманду как-то мы проехали, и там у нас группа была алтайская. И мы проезжаем по мосту, и там мост очень длинный, и такое, значит, видно русло очень глубокое, но все два берега полностью забиты мусором. И наш мужчина, Тордомой, он фермер, он чабан, он просто-напросто заплакал. Говорит, как они не берегут воду, у них же пить нечего пить, нет воды, а они вот именно русло так засыпали мусором. Непонятно было для него. И мне было ответить нечего. Понимаете, нет. И потом еще момент. Нас выгнали из отеля, потому что алтайцы за неделю выхлюпали всю месячную норму воды. И наш гид бегал, объяснялся, что у них в сознании не заложено экономить воду. Ну да, у нас в сознании не заложено экономить воду. Но тем не менее воды нет, и нас, в общем, попросили удалиться. И этот микрорайон нас не принимал. Мы совсем в другой конец города. И я была вынуждена караулить, чтобы слишком много воду не лили. Понимаете, нет? Мы живем как в таких условиях, когда у нас в изобилии все. А у них тоже было изобилие, но оно, видите, имеет свойство кончаться. Поэтому то, что Далай-лама говорит, что ответственность на нас, то значит, вот эта культура важна. И именно духовность, именно совестливое отношение к окружающей среде обитания. Что такое туризм? Я так смотрю на туристов. Они затоптали, заплевали свое обитание место, да? Приехали к нам, но они не уважают, они себя ведут тут так же, как у себя. Нужны законы. Вот. И я сама много путешествовала, и я всегда, даже мы, приезжая в Кыргызстан, говорю, не надо в шортиках бегать. Здесь все-таки, как бы там ни было, мусульманская, исламская страна. Должна уважать. Тебя не просили сюда приезжать, ты сам приехал. Значит, будь добр. То же самое, приехали на Алтай, будьте добры. Соблюдайте. Не мойте машину в воде. Тогда не надо по покосу бегать. Эта полянка не в бадминтон играть, это полянка покос. Тогда ты не будешь нарушать, не будет конфликта. Туризм это, знаете, как рыба ищет, где глубже, человек где лучше. А технические, там, технократические какие-то условия, конечно, это тоже производное человека, да? Ну, так, значит, нужно развить свое мышление, свою науку и так далее, и так прочее, чтобы сохранялась среда обитания. И поведенчески это должно быть. И это взаимоуважение, взаимопонимание, это и есть, вот, скажем, культура духовная, да? Там нет никакой мистики, нет никакой магии. А обыкновенная физиология, обыкновенная сознательность, совестливость. Вот совесть это есть мерило духовности для меня. Вот нас, допустим, сенсей, я уже 20 лет, как говорится, следую за учителем, он ни разу нас не обманул. Он, конечно, и бывает, что его мысль не воспринимаешь, не согласен. Проходит время, оказывается, он был прав. И вот просто уважение к учителю, ты ему не отвечаешь, ты ему не грубишь, ты просто тормозишь свое эго и думаешь, так, почему он так сказал? Выжидаешь. Потом время отвечает тебе, да, оказывается, он был так-то, так-то и вот так-то. Потому что о состоянии войны России с Украиной было несколько раз сказано вот здесь, в Кыргызстане, когда мы практиковали. Ну, просто не верилось. Какие годы? Ну, это лет 15 назад. Это просто не верилось. Ну,
видите? То есть вот как по каким-то признакам он это чувствовал, да? То есть тот народ не выполнял свою задачу, назначенную его землей, его родиной. То же самое с джунгарским ойратом или с теми же саками. Тоже и гимна нет, и флага нет, и знамени нет, и так далее, так прочее, ничего нет. Остались 4 горошины на ладоши, это называется алтайцы. И еще они дерутся. То есть те же кыргызы ушли воины, междоусобицы, все. Мы нарушили то, что нам, и не сохранили то, что нам было дано. Ладно, там можно самооправдание 1001 причину, но факт остается фактом, да? Это, я так понимаю это все для себя. Но когда мы поумнеем, когда мы помудреем, к нам это все вернется. То есть мы просто обязаны сохранить жизнь на земле. Если на нас возложена такая ипостась, все. А что для этого нужно? Как? То есть твоя культура, которая актуальна для всей планеты, это сохранить среду обитания. Те же арыки, те же речки. Просто даже убрать мусор. Мы, допустим, на Алтае, у нас было всего человек 10. И мы ходили, убирали мусор на берегах, все. Потом у нас такие тяжелые были ельцинские времена. Мы к мэру города Облогину, он нам машину дает, бензина нет. Мы складываемся в бензин и этот мусор вывозим. А сейчас одна из моих помощниц говорит, да нас даже на уборку мусора не пригласили. Я говорю, духовная практика, это знаете что? Это когда ты взял идею, воплотил, научил народ, они уже его освоили, усвоили и действуют, да? Ты берешь другую идею, другую воплощаешь. А самое главное что? Это чтобы защищала жизнь на земле. Жизнь. Трава, цветок, это же жизнь. Кстати, они же ведь чувствуют, не у всех цветы растут. Даже безмозглая курица не у каждой хозяйки размножается, оказывается. А тем более вот тотем лошади, допустим, почему у нас? Потому что лошадь, она никогда не допускает кровосмешения. А от кровосмешения ни один народ мог и погибнуть. Там, скажем, египетские эти фараоны, вот сейчас вот история рассказывает. Насколько правдоподобно, не знаю, но это история, скажем. А у нас лошадь не пьет там, где овцы пили, то есть в грязную воду не пьет. То есть вода что-то, носитель информации, да? И, допустим, от кровосмешения защита, да? Это для чего? Это экология, для того, чтобы род не прерывался, для того, чтобы... А потом какие дети от маленьких девочек, на которых женился старый дурак? Понимаете, нет? Женщина, которая должна воплотить, материализовать дух, а какой дух она может материализовать? Поэтому, чтобы жизнь продолжалась, женщина должна быть уважаема, она должна быть здорова, она должна быть зрелая. А от недозрелого семечка какой помидор? Из лимона какой помидорный сок? Ну, это же природа. И мы должны учиться этой природой, потому что наша культура такова. Каждый чабан, каждый лошадник знает, что вот там двухлетка жеребенок, он его выгоняет. Если его вовремя не приучить к другому, скажем, косяку, то есть отец выгоняет своих детей. Это от кровосмешения. То есть они не должны с матерью всего гаремом, да? И он не должен со своими дочерьми. Потому это просто закон природы. Почему насиловать свою дочь? Если лошадь, скотина этого не делает, а ты человек, венец природы. Ну, то есть, понимаете, нет, это своего рода какие-то природные нарушения генетики, поведенческого, потому что это духовности.
Почему люди пьют? Вот я много лет работаю с пьющими людьми, помогая им избавиться от этой зависимости. Я пришла к выводу, потому что от внутренней пустоты. Понимаете, нет? Это когда человека обманули, мозг человека обманули. Это алкоголь, это яд. А самый худший яд – это ложное слово. Ложное слово, то есть ложная история, ложная информация, ложная культура и ложное чужое, наносное. Оно отравляет. И это глубоко генетически вызывает вот такой вот самообман и все. И человек не хочет, это же самоубийство. Даже у папуасов самоубийство считается грехом. А ты тут куришь, допустим, через каждых полчаса себя убиваешь. Табак, никотин тоже это яд. Только он не такой сильный, как цианистый. Конечный результат такой же. Если от цианистого ты умрешь сразу, мгновенно, то от табачного, от алкогольного, скажем, яда ты умрешь через 10, 15, 20 лет. Нет разницы. Все равно конечный результат такой. Все равно это обман мозга химическим веществом. И самое главное обидное то, что никто ведь через шланг тебе не наливает, ты сам тянешься за этим обманом. То есть какое-то неприятие современности или еще что-то. Человек пытается от этой ответственности спрятаться в этот химический обман. Это геноцид. Это химическая война. Я так считаю. Спаивает государство, спаивает цивилизация, а помочь человеку избавиться нет ни одной вот такой вот панацеи. Нету. Собственная воля, собственное правдивое отношение к самому себе. Когда сам себя человек не обманывает, тогда у него величайший шанс избавиться от этого вот. Исцелиться. Да. Я в прошлом году была на Алтае, взяла интервью у Брота Янговича Бедюрова, у девочек, которые занимаются историографией, экскурсоводов. Они очень много интересной информации нам дали. Я этим всем поделилась. Конечно же, было людям приятно слышать нашу крымскую речь. И я считаю, что кыргызы и алтайцы – это единоутробный народ. Это не родственный, а единоутробный народ, если вернуться к истокам. Да? И среди комментаторов были такие люди, что незачем нам слушать алтайцев, они буддисты, а мы, ввиду разных исторических событий, у нас большая часть населения, она проповедует ислам. Во-первых, вокруг Бишкека 17 раскопанных курганов, буддийских храмов. Так кто буддист больше, алтайцы или киргизы? Тем более вы участники Кушанского ханства, а это как раз есть буддийский ваш период. Так что я думаю, что буддизм-то в Среднюю Азию и туда, в Сибирь, через вас, через Кушанское ханство пришло. Так о чем тогда тут споры? А пришло время, значит, этот способ, этот метод жизни по тем или иным причинам изжил себя, вы что-то новое взяли, чтобы выжить. А сейчас придет время, когда это будет мешать вам выжить, вы найдете что-то новое, а потом что жизнь будет продолжаться. Мы, допустим, потеряв свою государственность среди этих войн, тоже же первопричины всякие. Джунгарское ханство было образовано, когда ламаизм к нам пришел, и то, что буддизм у нас. А если учесть, что Джунгарское ханство было обширное, там было народностей так же много, как сейчас в России, то одни были шаманисты, другие были буддисты, третьи были еще кем-то, чем-то. Если сейчас за это браться, то вообще жизни конец. Нету жизни. Я думаю, что это просто в порядке вещей. Время, земля будет руководить этими. Жизнь будет руководить этими мировоззренческими, поведенческими этими возможностями. То есть традиции, исконно-культурные ценности, они преобладают? Конечно. Конечно. А это всего лишь навсего, так скажем, синтезированные, систематизированные знания. Я так это воспринимаю.
вы смотрите в разрезе веков, я так Да. понимаю. Да? Жизнь-то она не однодневка же. Я думаю, что это не человек и не человечество сохраняет, и там еще что-то. Это природа. У нас даже у алтайцев есть такое словосочетание «ардяннан арбиткенна». У нас один молодой человек, когда у него спросили, откуда у него этот талант, он сказал, что с той стороны природа создает. То есть все наше поведение, все наше мышление, вся наша культура, она зависит от природы. Я ко всему этому с алтайской вот мировоззренческой подхожу. Вот природа создала. Вот, допустим, меня, да? Я никогда не хотела знать вот то, чем занимаюсь. Я никогда не хотела этим пьяницам помогать. У меня было пренебрежительное отношение. Но жизнь меня поставила в такие условия, в такие, как говорится, понимания, что я 40 лет жизни положила на это. Меня научили жизнь, природа научила меня сочувствовать, соболезновать и пробудила во мне милосердие к этим людям. Природа. Время. Понимаете? Поэтому я так вот к этому отношусь. Придет время, эти наводнения, землетрясения, ветры, солнышки, цветы, это все будет влиять на нас и менять нас. И наше отношение будет менять. Если мы будем жить среди цветочков, может быть, у нас и крылышки вырастут, может, мы и станем ангелами. А если, допустим, вот все будет проваливаться под ногами, все падать или еще что-то, вот тут же все сейсмически, у нас тоже вот, да. Может быть, мы совершенно другими станем, потому что природа будет нас регулировать. Да. Почему у нас, допустим, аилы, вот эти шестиугольные, а потому что во время землетрясения они не сюда падают, не убивают жителей внутри, а вот так. Разваливать наружу. Да. И люди живые остаются. И юрты, наверное, в этом А потом все вот эти вот соты, все они шестиугольные, и там и пчелы мед не портится, и в шестиугольных вот этих аилах молоко долго не киснет, мясо долго не портится, мух таких нет и так далее, так прочее. Не жили вот четырехугольных этих сараюшках. Подглядина у природы. Ну, и все вот эти стебли, такие вот там соломинки, все у цветов, у трав, у многих тоже шестиугольные. То есть, ну, и тем более вот тот же, скажем, у кочевников, почему именно вот аил, почему именно вот так вот. Тоже, видать, и природа. Но вот у вас нет деревьев, чтобы строить вот эти аилы. Ну, у нас юрты же Да, войлочные, потому да. что скот. У нас, допустим, в Кошагач тоже нет деревьев, там тоже юрты. А вот почему у вас топ-шуры плоские? Хомусу? Да. А у нас топ-шуры, они как бы немножко дутые, да? И звучание совершенно такое другое. А потому что у нас есть деревья, из которых можно вот дутые сделать. А у вас таких деревьев нету. То есть из того, что есть. Среда питания. Да, да. Хотя у нас общая эта культура топ-шуры, да? Ну, исходя даже вот из этих малых примеров, можно, как говорится, размышлять и дальше. Но я так к этому отношусь. Может, где-то я не права, может быть, где-то не додумываю, потому что я не всегда об этом думаю, потому что я больше думаю о том, что как этому человеку помочь, чтобы он не сорвался, чтобы у него вот работа нашлась, чтобы жена не вырвала, ну и так далее, чтобы дети поступили, т.т. и т.п. А эти большие такие проблемы, такие эпохальные, все, они просто вынуждают время от времени задумываться. Вы сказали, что вы не шаман, а кам, да? Это Да. очень важно. И сама современная научная психология, она появилась, ну, наверное, 1,5 века максимум. В 1860 году это немцами, да, придумано как научное направление. Но мы же с вами носители житейской психологии, бытовой психологии. Она отражена в нашей культуре, нашей философии, нашей традиции. Ну, в те времена не было, скажем, телефонов или еще что-то. Нужно было и чутье, интуиция. Вот я помню, когда мне бабушка говорила: иди, ставь чайник, сейчас отец злой придет, потому что лошадь у него убежала. И я все время, я же пионер,
Я все время смеялась. Ну, прям уж как уж. Ну, шла и ставила чайник на стоянке с бабулей. И приходил папа весь в поту, уставший, и прямо это аж покрасневший от злости, потому что у него лошадь была такая бегучая. Он там немножечко расслабился, она убежала. Ну вот, у нас даже есть анекдот, сидит бабушка, нас там овец спасет, смотрит, что снизу альпинисты на скалу забираются. И она так мужественно дождалась, когда они залезли, и потом она говорит: да вот же там, что ты здесь лезешь? И у нас вот в турпоходе всегда начинает, значит, особенно когда другие национальности с нами идут. Когда дойдем? Сколько еще осталось? В горах? Ну, 2 дня пути, полдня пути, 2 лошадиных перехода, 1 лошадиный переход. А сколько там километров, кто знает? И, допустим, опять же, вот сейчас кушает, ну, вот у нас ужин, да, в походе, или там обед, там на перекус у нас сидим. А что будем на ужин кушать? Так ты еще это не съел. Ну, а что завтра? Что будет завтра? Завтра и будет, да? У нас, допустим, сугубо в алтайской группе такие вопросы не возникают. Никто никогда не спрашивает, когда дойдем, где дойдем. Куда дошел, там остановился. Вот, допустим, берешь группу, да, предварительно 14 дней маршрут, плюс-минус 2 дня. 1 день где-то отдых, а другой день на всякие форс-мажоры, да. Никто ничего не задает. Объявил, и дальше все молча. Если мы управились, значит 14 дней. Если мы где-то что-то, значит плюс 2 дня. Все, кто идет в этот маршрут, они всегда этих 2 дня один в уме держат. Это так удивительно, потому что мы живем время тайминга, все планируем, живем в эпоху накопительства. Как это жить одним днем? Как это? Понимаете, когда вот в походы ходишь в горы специально, чтобы человек стал самим собой. Вот эти голодовки. Понимаете, такой инстинкт жевательный, сосательный, жрательный, и ты можешь им командовать, регулировать. Это такой духовная практика, такая духовная это сила, самый сильнейший инстинкт, ты берешь его под контроль. А что такое кам? Кам это когда человек командует духом. А кто этим жевательным там командует у нас? Дух же твой. Практика голодовки – это человек учится командовать, владеть своим инструментом, который называется физическое тело. Каждый может попасть на практику голодания, чтобы вернуть свои базовые заводские настройки? Ну, нет разницы ни религиозной, ни языковой, ни этнической, нет. Все мы человеки, как говорится, один вид. 2 глаза, да, 1 нос, это, говорится, один вид это. Мы все одинаковые, хоть говорим на разных языках. И все вот эти наши физические данности, они все одинаковые. У кого-то сильнее, у кого-то меньше, но схематично все одинаковые. Поэтому каждый может. Но есть уже нажитые, допустим, какие-то поломки, которые не позволяют. Но это уже не природа виновата, сам человек. Если человек не хочет, то ему не поможешь. У нас даже есть такое, у камов есть такое: не просит, не помогай. Если у меня не подчинять добро, насилие. Если вот ко мне не пришли, не обратились, даже если ко мне куда-то едут и ко мне по пути заехали, я не помогаю, потому что ему не надо, он без любопытства зашел, а мне зачем? Но если специально приехали и просят, то да, я уже здесь не имею права отказать. Потом, знаете, природа, она же влияет на человека, природа же и влияет. Вот. Сейчас, смотрите, воды возвращаются на свои круги, да, вот эти вот муссонные ветры. Ну, я думаю, что и вот это вот осознание тоже будет вместе с этим возвращаться. Ну, а сейчас для нас это новинка. Мы еще не наигрались ни телефонами, ни этими. Вот. А скоро это, может быть, интереса никакого не будет.
Может, телепатически будем друг с другом общаться? Я не знаю, как это будет, потому что я так далеко не заглядываю, но во всяком случае я считаю, что это все проходящее, преходящее. Сейчас идет война, выключили, там вырубили ракету, кинули, света нету. Ну и какой там зависимость от телефонов или от чего? Ну даже если ты зависим, даже если ты страдаешь, ничего не можешь сделать. А почему вы уверены, что свет всегда будет и всегда это? Это же природа. Сейчас эти тайфуны, эти всякие ураганы, это же сильнейшие климатические изменения планетарного же значения. Ну, а если это планете вредит, если эта планета по тем или иным там причинам будет решать эти вопросы, не спросясь у нас. Так что вот эта вот эгоцентричность человека, что весь мир вокруг нас крутится, я думаю, что приведет к тому, что мы начнем трезветь, выздоравливать. Я вообще-то считаю, что изменения, они к этому, вот, эпохальные изменения, глобальные изменения, к этому приведут. Сейчас уже есть такая тенденция с городов в деревни, вот очень много москвичей, новосибирцев на Алтай приезжают, там покупают земли, строят. Многие против этого. Я всегда говорю, ну вот они построили, мы не могли построить, мы не хотели строить, но они построили. Во все времена всегда все оккупанты, они ассимилировались. И если мы сейчас закроемся, то мы от кровосмешения лет через 25 нас не станет. А если мы стоящие семена и нас нужно сохранить, то к нам, значит, присылают те народы, которые должны нам помочь размножиться, улучшиться. И потому что наша культура духовная ценна для планеты. Поэтому лучшие экземпляры, которые могут строить, которые могут зарабатывать, к нам посылаются по тем или иным своим там причинам, да? Но если даже им не понравится, они уйдут, они же землю-то с собой в рюкзак, в чемодан не положат. Ну, самое много, может, они свои постройки развалят и по бревнышку увезут. Ну, и не иначе. Все равно все остается. Поэтому вот это вот уважительное отношение, это вот отношение с пониманием поможет этим людям ужиться с нами. Мы же раньше, дух Алтая, все вот говорили, что они похожи на светлых людей. А сейчас многие информационные структуры говорят о том, что вот арии, трали-вали там были, вот где-то верится, где-то не верится. Но факт тот, что мой дед, мамин отец, был белобрысый, русский как, но он элитный племенной алтаец был. Я до 5 лет была белобрысая, потемнела уже много позже, годам к 7 в школе, когда пошла. У меня волосы уже были темные. У папы глаза были до самой глубокой, до самой смерти, у него зеленые глаза были. У моего отца тоже зеленые. Ну вот, то есть, получается, мы внешне поменялись, физически. Кровосмешения мы избежали. Мы дожили до сегодняшнего дня. Другие народы прошлись через наши территории и все равно своими генами, своими физическими возможностями поменялись. Но мы не исчезли. Культура осталась, язык остался, ну и многое другое осталось. Можно сказать, что Алтай – это такой культурно-духовный ковчег сохранения жизни? Ну, мне трудно об этом сейчас. Все равно я как бы там не была современный человек, и может быть, даже становление личности в Европе прошла. Ну, мне, конечно, это как бы тешит мое самолюбие, но, тем не менее, надо быть более-менее об этом думать серьезно. Ну, миллионы проходили через нашу территорию на запад, на восток, миллионы гибли, миллионы нарождались. И также через территорию, вот ваша территория, она была в составе Кушанского, скажем, ханства, потому что это был такой духовной конфедерация, которая была создана без единого выстрела, как говорится.
это тоже огромнейший опыт, вклад общечеловеческий. Вот я, допустим, росла с таким воспитанием, что мы варвары на обочине истории. И теперь, представляете, с таким воспитанием я доросла, дожила до монахини буддийской. Да? И теперь мы как бы уже знаем много о своей истории. Я даже теперь знаю, что на нашей территории Джунгарская империя была. И она даже как джунгарская цивилизация считалась. Понимаете? Это какой опыт исторический, генетический. Но оно в тоне по современным, как говорится, знаниям, оказывается, в тоне не проходит. Рано или поздно она срабатывает. Но если не в нашем поколении, то в следующем поколении. То есть рано или поздно приходит надобность, и оно активизируется, реализуется. Так что жизнь продолжается. Самое главное, чтобы сохранить среду обитания, трезвость, чтобы оставить шанс будущему поколению. Понимаете, наша трезвость, материнская трезвость, женская свобода, она оставляет шанс будущему поколению реализоваться, быть талантливыми, быть лидерами, быть здоровыми. А вот пьянка, курение, все вот эти химические вещества первым долгом, они накапливаются в детородных органах. Вы представляете, папа пьет, курит, у него все в сперме. Мама пьет, курит, у нее яйцеклетки. И вот пьяная сперма, пьяная яйцеклетка, как говорится, они встретились. Что из него родится? Какой шанс у этого будущего плода? И какой дух у этих людей воплотится? И как он будет жить? Ну, даже вот от одной этой мысли становится немножечко неприятно. Поэтому здоровый образ жизни, здоровье нации, этноса очень сильно зависит от женщин. Границы, они стираются, межэтнические. Сейчас вот многие стараются создать этнонационалистические государства, так далее, так прочее. Но это уже было. Я думаю, что надобности, наверное, не будет в этом для молодежи. Они сейчас, тем более вот эта цифровая цивилизация или еще что, она все равно к этому придет. Ну и так же, как сейчас капиталистическо-буржуазный метод, способ он отработал, так, наверное, и цифровая когда-то в свое время отработает. Так что передовые люди, наверное, так и будут понимать это все дело. Все-таки сейчас технология так далеко ушла, и мы уже сейчас не только атомными бомбами жонглируем, но и Вселенной. Ой, я даже встретила здесь, что вселенскую карму чистят. Но для меня это, конечно, ну, как сказать, чтобы не обидеть, не актуально, так скажем, да. Я еще не доросла до этого, но все равно есть уже мыслители, люди, которые об этом вот говорят. Да. Спасибо большое. Всё. Очень интересно было с вами. Ну, рада, что я была чем-то полезна. Очень интересно, очень глубоко. Спасибо.